Нынешнюю весну в самом южном районе Коми ждут с некоторым опасением. Снега выпало больше, чем обычно, и если все это начнет быстро таять, резкого подъема воды в реке не избежать. Впрочем, власти райцентра села Обьячево рапортуют, к паводку готовы. Ежегодно администрация села налаживает переправу с помощью катера, имеющегося у нас на балансе. Обученный судоводитель, который имеет соответствующие допуски. На ту сторону также перебрасывает у нас транспортное предприятие автобус. Он и там находится, потому как у нас отрезается 8 населенных пунктов в этом направлении. Каждый год побережье села превращается в прилузскую Венецию. Вот только гондольеров здесь никогда не было, не справились бы с течением. Как и коренной житель окрестных лесов, бурый медведь, река Луза еще крепко-крепко спит. Но стоит продержаться плюсовой температуре хотя бы пару недель, и просыпаясь, она затопит все окрестные дома. Впрочем, судя по всему, местные жители не особенно волнуются. Капризы матушки природы для них не в новинку. Вода приходит каждый год и подтапливает придомовые территории. Но в сами квартиры пока не заходила. Днем и ночью, если что-то уже край совсем, звоните, и мы вас будем отсюда эвакуировать. Хорошо. Пункт временного размещения подготовлен. Если что, мы вас предупредили. Вопросы пожарной безопасности вы тоже владеете. Готовятся к половодью не только в Обьячево. Традиционно подтопляемые места есть по всему Прилузью. Необходимую подготовку администрация района уже провела, но и от помощи местных жителей не отказывается. У нас отрезается паводком 13 населенных пунктов с общим числом жителей 1710 человек. А подтапливается это 4 населенных пункта. Это Обьячево, Устилопье, Ношуль и Летка. Самая большая задача – это у нас подворовой обход, чтобы до каждого донести информацию, куда он может пойти, что необходимо делать, когда будет паводок, чтобы не растеряться и быть готовым ко всему. МЧС сейчас тоже плотно работает с населением. На особом контроле те, кто в воде чаще других или недостаточно опытен – рыбаки и школьники. Специалисты по чрезвычайным ситуациям лично разъясняют опасности стихии детям и раздают листовки-памятки по безопасному поведению на воде. В 2017 году один ребенок на реке Летка утонул, 12-летний ребенок. Это происходит от того, что дети ходят без родителей купаться, ну и в местах, которые не отведены для этого, для купания. Детская гибель в основном происходит из-за их шалости, безответственности. Родителям, конечно, смотреть и учить детей плавать в первую очередь. Подготовка к паводку, конечно, идет в так называемом штатном режиме, но те, кто живет на больших реках, знают, от сюрпризов никто не застрахован. Так что ни власти, ни спасатели бдительности не теряют и ждут того же от местных жителей. Евгений Стокос, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Прилузский район.